Этот многоквартирный дом в столице Коми повидал на своем веку немало и прославился знаменитыми жильцами. Здесь жила Ия Бобракова, народная артистка России, заслуженный деятель литературы, искусства, Коми-театра. Здание сегодня не в лучшем виде, но после капитального ремонта, говорят строители, простоит еще долго. Я бы хотела поблагодарить строителей, которые делают ремонт этого дома, как они ответственно относятся к своей работе. Очень чисто около дома, сразу убирают за собой. Инженеры, архитекторы, все контролируют, все смотрят. Очень довольны жильцы этого дома. Усиление фундамента, ремонт фасада. Объем работ серьезный. Сумма контракта – 9 миллионов рублей. Взносы на капремонт жители решили перечислять на счет регионального фонда. Все жители платят, как положено, в общую копилку. В общую копилку платят, и это вот с общей копилки. Нам одним не потянуть. Нам, если делать капитальный ремонт, это надо больше 100 лет собирать. А в общей копилке это дало нам возможность, чтобы, сделать капитальный ремонт. Сейчас строители бетонируют обойму цоколя, входы в подъезды. По внешней стороне дома уже демонтируют старую штукатурку. Здание украшают архитектурные элементы, а потому работать нужно предельно аккуратно. По лепнине, да, есть там такие моменты, которые нужно сохранить и восстановить. Решаем, как это будем делать. Сделаем. Еще один исторический архитектурный персонаж Сыктывкара – дом с башней и шпилем на аллее Героев. Возведен в конце 50-х по московскому проекту. Зодчим удалось органично соединить разные стили. В этом доме, построенном по заказу Коми-филиала Академии наук СССР, и сейчас живут известные ученые Коми. Пару лет назад здесь капитально обновили кровлю. Сейчас наводят внешний лоск. Работа у нас работа по фасаду. То есть отбивка старой штукатурки, сетку штукатурную крепим, потом по ней штукатурим, и красим. Потом водосточную систему вешаем, меняем кровлю на козырьках подъездов и входов в подвал. В этом году в республике отремонтируют 19 фундаментов и 40 фасадов, 94 крыши, 3 подвала. В 60 домах заменят внутренние инженерные системы. Приоритетное направление – замена лифтов. В соответствии с техническим регламентом лифты с истекшим сроком эксплуатации должны быть заменены до февраля 2025 года. По текущему году план по замене лифтов – это 165 единиц. На сегодня уже 41 лифт заменен. И Министерство сегодня с муниципальными образованиями заканчивает разработку краткосрочного плана капремонта на 2021-2023 годы. И вот в эту предстоящую трехлетку мы в рамках капитального ремонта заменим еще более 380 лифтов. Программа обновления жилого фонда республики запланирована до 1944 года. Жители Коми уже увидели положительный эффект, а потому и собираемость с каждым годом растет. Увеличивается и объем работ. 4 года назад в Коми под программу капремонта попали всего 43 дома. В прошлом 200. В этом году уже почти 300 домов, и сумма ремонта составит более миллиарда рублей. Но в процессе реализации программы появились новые сложности. В рамках участия в работе комиссии регионального оператора по приемке работ по итогам капремонта в жилфонде за несколько лет прихожу к выводу, что порою сами жильцы усложняют проведение капитального ремонта в своих домах. В частности, речь касается замены коммуникаций, которая требует от подрядчиков проведения работ в самих жилых помещениях. Но, к сожалению, собственники квартир далеко не всегда пускают те компании, которые выиграли конкурсы и обеспечивают капремонт дому, в свои квартиры. В связи с чем эти работы просто физически произвести невозможно. Это проблема не только нашей республики. Законодательно такие ситуации не регулируются. В целом, региональный центр ЖКХ-контроля отметил положительные сдвиги в реализации программы капремонта в республике. Повышается качество работ и просвещенность граждан. В чем преимущество накопления средств на счете регионального оператора? Как самим контролировать процесс и участвовать в приемке? На эти вопросы многие жители Коми уже могут ответить уверенно. Ольга Коняева, Иван Богомолов, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.